Еженедельное совещание под руководством Владимира Сластенина начинается со слов благодарности. Накануне прошел ряд важных праздничных мероприятий, одно из которых – выставка трофейной военной техники. Премьер отметил слаженную работу организаторов. Это командная работа. И наши два полковника, Антонов и Тампиев, тут связь держали с военными. И надо сказать главам спасибо за явку, надо сказать Минобру спасибо за явку. Детишки с горящими глазами были, значит, и культура очень хорошую подобрали тематику, именно вот патриотическую тематику. Сразу создавалось и настроение, и такое хорошее. Ребятам мы вручили награды к 100-летию, и они сразу их одели и пошли к танкам рассказывать дальше все. Вот это внимание очень хорошее. Первый на повестке вопрос отбора граждан на военную службу по контракту и проведения осенней призывной кампании. Она стартовала с октября по всей стране. Ребята служат в различных родах войск, военно-космических, воздушно-десантных, войсках Национальной гвардии и не только. Задание установленное для республики Ингушетия на осенний призыв составляет 220 человек. Из них 25 являются. Не получили еще 24 человека у нас после введения. Значит, 23 человека. 2 получили, 1 сдал теорию. И сегодня будут сдавать дальше уже. Следующий вопрос на повестке – освоение федеральных средств в рамках реализации в республике национальных проектов и федеральных программ. Подробно об этом рассказал начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства Бекхан Мальсагов. По контрактации у нас 99,4%. Кассовое исполнение на сегодняшнее число 3 миллиарда 438 миллионов. Это 79%, как предусмотрено средств. По мониторингу Министерства финансов пока находимся в зеленой зоне только по 5 национальным проектам. Это у нас демография 75,5%, национальный проект образования 77%, экология 99,2%, малое и среднее предпринимательство 91,2% и международная кооперация это 100% кассовое исполнение. Финансовые обязательства должны быть исполнены на 100%. Всем профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. Далее участники совещания обсудили вопрос о результатах работы рабочих групп, созданных в рамках муниципальных комиссий по легализации объектов налогообложения на предмет наличия и применения контрольно-кассовой техники в торговых объектах. Работа проходит, там в планомерном порядке проходит, да, у нас первое время были трудности в плане, какую работу нужно делать, совместно с Игорем Анатольевичем проводили, и с представителями налоговой службы проводили семинарские занятия, все вопросы разъяснили, после этого и проблем вопросов как таковых не было, и охват очень хороший получился. В рамках совещания участники также обсудили меры по устранению выявленных надзорными органами недостатков на объектах транспортной инфраструктуры. По всем ключевым вопросам повестки еженедельного совещания председатель правительства дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.